В воздухе витает аромат весны. Мы думаем о цветах, красоте и, конечно же, о моде. Ведь, согласитесь, весной это как никогда актуально. В эфире программа «Модная правда». И с вами Елена Бернацкая. От покрытых льдом тротуаров зимой и в начале весны не спрятаться даже тем, кто привык большую часть передвижений совершать в автомобиле. Особенно гололед мешает комфортным прогулкам по городу в конце февраля, когда погода часто бывает переменчива, и дождь со снегом может за одну ночь смениться резкими морозами. В такие дни даже у самых внимательных к своему гардеробу девушек встает вопрос выбора подходящей обуви. Главное правило в выборе обуви для гололеда – подходящая для таких погодных условий подошва. Она ни в коем случае не должна быть гладкой и слишком легкая. Вот почему всеми любимые валенки Уки для гололеда совершенно не подходят. В них нога скользит по промерзшему асфальту, как по катку. То же самое относится и к тонкой гладкой подошве кожаных сапог из Италии и Испании. Они хоть и красивые, но для суровых реалий нашей зимы совершенно не предназначены. Вместо этого лучше всего выбирать обувь на шипованной подошве из плотной резины и каучука с резным рисунком, позволяющим тормозить в случае скольжения, а также обувь со специальными прорезиненными насадками на подошве, как правило, спортивную. Важно помнить, что любая подошва на морозе твердеет, и некачественная обувь быстро становится еще более скользящей. Поэтому чем мягче подошва, тем лучше сцепление с ледяной поверхностью. На удивление, практичной в этом отношении оказалась подошва резиновых сапог, которые в последнее время становятся все более популярной частью городского образа даже зимой. Идеальным вариантом обуви для гололеда станет та, что одновременно сочетает в себе функциональность и модный акцент. Дизайнеры активно работают над созданием более технологичных моделей для зимней погоды, стараясь не терять при этом в стиле. Сегодня никому не захочется жертвовать внешним видом зимней обуви ради объективно необходимых практических свойств вроде непромокаемой поверхности и ребристой подошвы. Однако и выбирать зимнюю обувь, основываясь исключительно на эстетических качествах, также не имеет смысла. Как же найти этот идеальный баланс и какую обувь надевать в гололед? Во-первых, важно, чтобы обувь была либо кожаной, либо из технологичных тканей, вроде баллонии и каучука, при этом проложенной внутри либо климатические мембраны, либо шерстью, либо слоем натурального меха. Во-вторых, она должна быть громоздкой и не должна иметь грубых и издалека заметных швов. В-третьих, важно, чтобы она была легкой и эргономичной. В-четвертых, в этом сезоне модно яркие цветовые акценты, поэтому следует отдавать предпочтение нейтральным моделям с краплением бирюзового, синего, фуксии и марсалы. Тем, кто не способен провести и дня без обуви на каблуке, в гололед придется нелегко. Очень важно, чтобы выбранный каблук был на прорезиненной или шипованной набойке, а также весьма устойчив на ненадежной поверхности. В этом сезоне как раз в моде массивный каблук, поэтому очень кстати придутся и модели байкерских сапог на широком каблуке, и меховые ботильоны на скошенном широком каблуке, и замшевая обувь на каблуке на холодную, но сухую погоду. Вязаные вещи находятся в этом сезоне на пике популярности. В частности, многие отдают предпочтение вязаным брюкам. Ретро-ритузы, пережившие в наступившем сезоне настоящее возрождение, становятся ключевым элементом как офисного, так и casual гардероба. Стильное сочетание, впервые представленное на показе осенне-зимней коллекции Stella McCartney и с тех пор переросшее в топ-тренд сезона, эффектно смотрится и днем, и вечером. Объемное шерстяное или вязаное платье-свитер поверх вязаных брюк, желательно подобранных в тон, придает фигуре элегантность и грацию. Немного расслабленный силуэт можно подчеркнуть яркими аксессуарами, вроде броской сумки или яркого шарфа или перчаток. Еще один заведомо выигрышный вариант – носить вязаные брюки с контрастным свитером. Серые брюки в этом отношении удивительно многофункциональны и предлагают массу возможностей для стильного дуэта. Можно выбрать яркий свитер в оттенке лайма или кобальта, а можно отдать предпочтение пастельно-розовому. В таком случае образ приобретает романтичный женственный акцент. Принцип колорблока актуален и в выборе аксессуаров к подобному ансамблю. К примеру, тот же пастельный клатч или стильные серебристые броги. По-прежнему популярное пальто оверсайз идеально подходит к вязаным брюкам, продолжая тему элегантности, на которую сделали ставку многие ведущие дизайнеры в этом сезоне. Вязаные брюки, выглядывающие из-под драпировок объемного кашемирового или шерстяного пальто на широком поясе, внесут в образ элемент богемного шика. А очередной яркий акцент вроде желтого шарфа или сумки, придающий контраст на нейтральном фоне брюк или пальто, напомнит окружающим о скором приближении весны. Отличное решение для офисных будней. Вязаные брюки в паре с крахмальной рубашкой на выпуск.
Между серебром и золотом этой зимой делаем выбор в пользу первого. Несмотря на всю яркость, металлизированный цвет приятно порадует тебя своей универсальностью. Мы не будем советовать облачаться в серебро с головы до ног, как на показе Chanel или Marni. Такой вариант оставим самым смелым. Для создания модного образа достаточно добавить к нему одну металлизированную деталь, сумку или обувь. Туфли-ботильоны или кроссовки серебристого оттенка на самом деле довольно-таки универсальная обувь. Подбирать такие лучше к нарядам холодных оттенков серым, белым, светло-голубым. В выборе сумки из металлизированной кожи можно не ограничиваться нарядными вариантами вроде вечерних клатчей или маленьких сумок на длинной цепочке. Повседневные объемные версии в этом цвете не будут смотреться слишком торжественно, если разбавить ими монохромные комплекты и избегать обилия украшений. Еще один способ остаться в тренде ценой малых усилий – выбрать ремень актуального оттенка. Этой зимой таким подпоясывают объемные джемперы или приталенные жакеты. Синее море, платье в цыганском стиле, деним, золотое пальто, жакеты из перьев и много белого цвета. Рассказываем, на что стоит обратить внимание в весенне-летних коллекциях. Итак, в магазины уже поступает одежда с сезона весна-лето 2015. Мы выбрали 23 ключевые тенденции, под знаком которых пройдет модный теплый сезон в этом году. И можем смело резюмировать, что эту весну и лето эстеты запомнят надолго. Глубокий сапфировый синий, насыщенный оттенок формы военно-морского флота и цвет поношенных любимых джинсов. Главная палитра на будущее весна и лето. Дизайнера вдохновил весь спектр ночного моря и неба над ним. И это очень-очень красиво. Цвет солнца – одна из первых ассоциаций с летом и теплом. Раскрасили коллекции Селин и Хлоя и других марок. Особенно эффектно выглядят образы, полностью составленные из канареечно-желтых вещей сдержанного кроя. Цветочный принт навсегда обосновался во всех списках весенне-летних тенденций, но в 2015 году этот рисунок перестал быть синонимом нежности. Теперь он выглядит крайне драматично и даже готично. Цвет хаки, металлические пуговицы, бомберы, галифе и прочие характерные черты милитари снова с нами. Особенно хорошо смотрятся женственные военные вещи вроде элегантных пальто из замши, шелковых платьев, как у Марк Джейкобс. Теперь Total Look из денима – это не набор из скучных джинсов и стандартной куртки. Дизайнеры настаивают на усложнении и предлагают нам джинсовые комбинезоны, лаконичные костюмы и брюки-кюлоты без лишних деталей. Клетка виши, которая с равной вероятностью может ассоциироваться с Бриджит Бардо, баварским национальным костюмом из стиля кантри, теперь выглядит на порядок благороднее. Будущим летом мы будем носить клетчатые миди-платья, юбки-карандаш и даже вечерние платья в пол. Маленькое черное платье никто не отменял, но белое на загорелом теле смотрится, согласитесь, куда эффектнее. Дизайнеры предложили свои варианты на любой вкус. От лаконичных моделей прямого кроя без декора до коктейльных платьев из шитья и кружева крайне смелой длины. Этот тренд скорее про весну, чем про лето. Кожаное пальто без акцентированной талии сделает наступление теплого сезона еще более приятным. Отдельное спасибо за это стоит сказать потрясающим оттенкам, в которых такие пальто представлены. Выбрать будет непросто. Оборки ярусами, скроенной по косой длинной юбки с разрезами, много разномастных цветочных принтов – наследие цыганского народа. Подойдет страстным натурам и сделает их летние вечера еще более томными. Дизайнеры больших брендов лишний раз напоминают нам, что декольте – понятие многогранное. Например, будущим летом мы будем носить довольно-таки эротичные жакеты и платья с вырезами на талии и бедрах, что может стать дополнительным стимулом для занятия спортом. Вечернее платье в духе 70-х. В таких платьях, как будто созданных для дриад, без проблем и забот ходила популярная в 70-х Кейт Буш. А теперь будем ходить и мы, и с большим удовольствием. Предложенные марками варианты хороши как и для музыкальных фестивалей, так и для опаленного солнцем города. Еще одна несомненная тенденция, которая украсит ваши весенние дни и летние вечера – вещи из замши. Можете остановиться на куртке, но если выберете комбинезон или платье, не прогадаете. Вечернее пальто насыщенного золотого цвета, напоминающего о наследии Древнего Египта, может стать самой яркой вещью вашего гардероба. Но этот риск стоит того. Взгляните на потрясающее творение Роши. И еще один привет из 70-х, а также напоминание о ковбоях и хиппи. Однако дизайнеры выбрали для будущей весны стилистически стерильную бахрому, и поэтому она выглядит более чем современно.
Обнаженные плечи гораздо более чувственный вариант декольте, чем просто глубокий вырез. Самый модный вариант напоминает платье придворных дам 18 века с поправкой на 3 столетия. Резко очерченная линия выреза, длинный рукав и предельно лаконичный крой. Прозрачная вечерняя юбка. Декор этих юбок настолько актуален и красив, что прозрачность вовсе не выглядит вызывающе. Однако же стилисты показов предлагают сочетать такие вещи с более спокойным, почти скучным верхом, чтобы не переборщить. Распахнутые шелковые халаты в пол – новый виток полюбившегося всем пижамного тренда. Теперь их носят не только звезды черно-белого кино, вроде Вероники Лейк, но и модели на подиумах главных показов. А для вечерних выходов дизайнеры создали смокинги таких же силуэтов. Удобные летние платья-рубашки разделились на 2 диаметрально противоположных лагеря. Одна часть дизайнеров настаивает на выбеленных оттенках и лаконичных силуэтах, другая на сложных вышивках и хитром декоре. В любом случае, оба варианта заслуживают самого пристального внимания. Кажется, для создания весенне-летних коллекций марки заказали у поставщиков перья райских птиц, которые украсили вещи всех возможных стилей и категорий. Порция легкости досталась как коктейльным пальто, так и вполне повседневным джинсовым жакетам. Юбки-карандаш с запахом, выполненные для весны и лета из тончайшей кожи, понравятся поклонникам интеллектуального подхода к моде, когда простая вещь похожа на произведение современного искусства. Будьте модными и красивыми, но самое главное – это весеннее настроение в душе. Именно этого я вам и желаю. С вами была Елена Бернацкая. Увидимся через неделю в эфире программы «Модная правда».